Крым Реалии представляет. Такой вы ее еще не знали. Решительная, чувственная, преданная, благодарная, искренняя, стильная. Джамала. Супер, начинаем. С вами Крым Реалии. Сегодня у нас необычный формат, потому что у нас необычные гости. Джамала, привет. Привет. Вообще мой первый вопрос на самом деле, а как к тебе обращаются вот твои близкие, родные, Джамала или Сусанна? Муж меня зовет Сусана, близкие очень меня называют Сусана, а команда зовет меня просто Джа, друзья Джа. Ну, то есть я вообще одинаково отношусь к этим именам, скажем так. Нормально. У тебя оба имени привычны? Да, конечно. На самом деле очень хочется с тобой общаться всегда, потому что ты, во-первых, даешь поводы, и в основном позитивные, ну вообще позитивные, в принципе, да. И тут еще вот какой контекст. Я очень много перед нашим эфиром наслушалась интервью с тобой, да, и, конечно, до этого интересовалась твоим творчеством. Но вот момент такой, история успеха. История успеха, вот когда ты смотришь на успешную, например, Джамалу, которая классно выглядит, у которой классные песни, победа за победой, успехи, но не каждый способен увидеть, и, может быть, не каждый так глубоко интересуется твоей биографией, чтобы понять, как это все удалось сделать вообще. Вот скажи, твоя история успеха, она свалилась на тебя просто вот так с неба или нет? Нет, однозначно нет. Я могу сказать, что я бы даже себя как-то так не выделяла. Мне кажется, я, как каждый человек в этом мире, делаю то, что я люблю. А если человек делает это с желанием, со страстью, со всей любовью, вкладывает в это труда, то обязательно в любом деле, будь то музыка, искусство, я не знаю, журналистика, политика и так далее, это всегда ощутят люди, и будет обязательно фидбэк, и будет обязательно успех. Я вот почему-то верю в то, что когда человек вкладывает себя не на полставочки, не на полноги, а в полную мощь, это всегда даст результат. Да, бывает, ты что-то сделаешь, выпустишь песню, на нее не отреагировали, как ты хотел. Бывает разное, бывает где-то меньше, где-то больше, но в целом, когда ты посмотришь на свой путь, да, сдалека, со стороны, ты все равно увидишь, что это все равно достаточно ровная дорога вверх. Я бы так сказала. Потому что если ты стоишь на месте, я не физик, но мне кажется, ты падаешь. Ты падаешь вниз, потому что обязательное движение каждый день, минимально. Что я сделал для сегодняшнего дня? Что я сделал сегодня для своей музыки? Что я сделал для своей семьи? Что я сделал для своей страны? Пусть даже так, потому что мне кажется, что сейчас какое-то время требований. Все вокруг, со всех сторон постоянно чего-то требуют от кого-то. Постоянно говорят, что ты мне должен, эти мне должны, те мне должны, те мне должны. Постоянно все кому-то что-то... Нет. Спроси сам у себя, что ты сделал вообще для того, чтобы что-то спрашивать, что-то требовать. Я просто замечаю это по страницам Facebook, по соцсетям. Ну, бесконечно. То зрада, то а почему они, претензии, обида. Ничего хорошего. То есть никто не зацикливается на чем-то хорошем. И это плохо. Мне кажется, это не есть хорошая стратегия для нас. Потому что нам, наоборот, нужно цепляться за положительные какие-то моменты и работать над ошибками постоянно. Вот так. Поэтому я на свой успех смотрю достаточно скептически, если честно. Потому что, да, в него вложено очень много труда, но все равно я еще не достигла того, чего хотела. Даже так? Даже так. Потому что мне кажется, что если я себе скажу: о, класс, молодец, что там, победила, там что-то выпустила альбом, садись 5, тогда это автоматически вниз. Потому что я считаю, что у меня есть еще потенциал, вдохновение, слава Богу. Есть желание написать больше, сказать
сказать больше, услышат мои мысли, поймут ли их, это уже второй вопрос. А вот то, что это есть во мне, и хочется с этим поделиться всем, рассказать об этом всему миру, это да. Когда в тебе появился вот этот вот характер, этот огонь? Потому что сейчас ты говоришь эти слова с уверенностью, потому что сегодня Джамала вот такая. Сегодня Джамала та, которая она есть, которая прошла определенные периоды в своей жизни. Но вот этот вот стержень, эта вера в себя, в свою идею, в то, что ты делаешь, в свою мечту, когда это появилось у тебя? Мечта моя появилась в 3 года. Мечта быть певицей появилась в 3 года. Я все время говорила о моей маме, мои фантазии детские были связаны, что у меня тут был концерт, тут мне одевали платье, там мне дарили цветы, там я что-то вот выступала, там я пела так, что все были в восторге. Я рассказывала это маме своей, вот эти вот фантазии, вот эти мечты, я бесконечно ей рассказывала о них. Потом был путь, да, была музыкальная школа, училище музыкальное Симферопольское, консерватория национальная. 5 лет я посвящала себе изучению. Я очень много знаю о музыке, очень. Мне очень хочется делиться своими знаниями. Но мне кажется, что это не есть суперфокус, когда ты просто напрямую, как музыкознавец, просто ведешь передачу о том, как ты разбираешься и как хорошо ты знаешь музыку. Важнее всего результат. Важнее всего не теория, а практика. Что ты можешь предложить как знаток или как человек, которому, как тебе кажется, есть что сказать в музыке? Вот предлагай конкретно песни, альбомы, предлагай. Вот это, мне кажется, очень интересный для меня челлендж всегда. И я вот в этом себе не позволяю останавливаться. Вот. Я хочу попросить тебя вернуться в твое детство. Да. Потому что история твоей семьи, она потрясающая. Я знаю, что я со многими крымскими татарами, конечно, общалась. И вот это как раз поколение, воспоминания где-то могут быть похожими. Но такая история, как у тебя, действительно достойна фильма. Да, я согласна. Твои родители познакомились оба не в своих странах, да, не на своей родине. Но отец хотел вернуться в Крым, да. и вы все вернулись. Да. Но тут же момент. Твои родители должны были развестись для того, чтобы переехать в Крым. Да. Ты с отцом, с сестрой, с дедушкой вы жили в Мелитополе. Да. Мама переехала в Крым, потому что она армянского происхождения, и фамилия, так было легче значит, другая. оформить легче документы. было оформить все, потому что это Да. было очень сложно. Да. Это очень непросто. Да. Это вот какие у тебя воспоминания о том времени, и часто ли ты возвращаешься туда своими мыслями, потому что это же тяжелый период. Я возвращаюсь мыслями и восхищаюсь своими родителями. Я знаю, что каждый ребенок любит своих родителей, но мои родители, они, правда, самые лучшие на земле, потому что они не просто мне дали воспитание, понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Они образовали меня и музыкально, и как человека, и они сами не имели молодости. Они сами все время были в борьбе. Я только сейчас, уже будучи женой, осознаю, что они жертвовали своими отношениями, чтобы ради нас, ради того, чтобы мы жили в Крыму, на родине, чтобы мы впитывали уже с детства вот эти моменты важные, которые не каждая семья прививает, корень, понимание Родины, патриотизм, какие-то вещи, которые, их могут рассказать в школе, но смотря как они подадут, да, говорят, есть такое высказывание, если в школе преподают патриотизм, значит в стране что-то не то. А вот это должно быть в семье, это должно быть в крови, когда ты просто, для тебя это норма, в смысле, я вообще обожаю свою страну, мне не нужно говорить об этом, я с этим родилась. Это как все равно, что понятие, как любить свою маму, папу. Так же я люблю свою страну. Я болею за все, что здесь происходит. Не только все, что связано с музыкой. Или я болею за все. Да, я могу в чем-то не разбираться. Я не знаю, кого назначать, кто будет управлять. Я не разбираюсь в политике, как сделать лучше. Но то, что я за это готова умереть, потому что я
ну, я люблю, ну, я не знаю, это звучит достаточно банально, но это привили мне мои родители. В такой непростой ситуации, и когда вы уже переехали в Крым, в школе, не знаю, там, во дворе с другими детьми, ты же чувствовала себя, ну, не очень. Из твоих это же было сложное это детство. было сложно. Это было сложное детство, потому что школа, не всегда все, ну, я стараюсь не зацикливаться на этом, потому что я считаю, что каждому школьнику там всегда бывает сложно на новом месте или как-то влиться. Но мне было еще сложно, потому что, не знаю, я как-то очень по-особенному воспринимала весь мир, и мне было всегда обидно, когда, например, школьники там небрежно могли бросить фразу из серии, что вы татары, возвращайтесь в свой Татарстан. То есть это от незнания, от того, что в их семьях, конечно, никто им не сообщал, что Крым – это историческая родина крымских татар, и мы у себя дома. И так сложились обстоятельства, что... ты им так отвечала этим детям? Нет, конечно, я была ребенком, и я не могла дать отпор, я не могла им ответить. Но сейчас я просто понимаю, почему эти были такие мелкие обиды, да, потому что детям не прививалось это не нужно было, понимаете, в семьях, да, говорить о том, что кто там родился, чья это историческая родина, вот живут все и живут, как бы немножко, мне кажется, если так говорить, что было какое-то легкое отношение к проживанию в Крыму. Вот мне сейчас такое ощущение, что Украина в целом, понимаете, немножко просмотрела этот момент. Вот мое такое наблюдение, простите, что немножко заброшенный был Крым. Понимаете? Да, у меня был в школе украинский язык, я очень любила украинскую литературу, я рассказывала стихи, но не во всех школах было. Не во всех школах считали себя даже частью Украины и так далее, и так далее. Это было, понимаете, в маленькой-маленькой степени было, но этим некому было заниматься. И словить это вовремя, понимаете? Словить, чтобы не допустить того, что мы сейчас имеем. Джамала, каким было твое детство? Учитывая, что твоя семья строила с нуля, строила дом, большой дом для того, чтобы там останавливались посетители, чтобы это было не только место для вас, но еще и бизнес, было кафе, в котором вы с твоей сестрой работали, учеба, эти дети. Вот какая была Джамала Сусанна в детстве? Да. Мы очень тяжело работали, правда, не без преувеличения. Мы очень много работали. Мы работали с 8 утра до 12 ночи. Что в это входило? Мне нужно было, например, с 7 утра прополоть грядки в огурцах, помидорах, потому что в теплице они были, и после 8 уже было там очень жарко, невозможно было находиться. Поэтому папа будил нас очень рано, мы пропалывали траву, собирали фрукты, овощи, несли это на рынок. Потом нужно было помогать маме по дому, убирать эти комнаты, в которых жили постояльцы. У нас были очень скромные комнаты. Просто заходишь, тумбочка, кровать, все удобства, летний душ, туалет был во дворе. Это такой был абсолютно студенческий вариант. И вся консерватория отдыхала в нашем доме в Крыму. Потом я шла на берег, мне нужно было помогать сестре и папе. Я мыла посуду, резала салаты, моя сестра оформляла это блюдо там и подавала, и брала деньги. В общем, вот такая вот у нас была, мы втроем, вчетвером. Мама готовила еще дома, мы вчетвером работали в этом кафе на 8 столиков возле моря. Таким образом, я зарабатывала себе деньги на учебу и на одежду. Мне очень страшно хотелось красиво одеваться, очень. Все детство я помню, да простит меня папа, но все детство я помню, что я выдерживала эти насмешки, что я, ой, ну что, у вас такой большой дом, вы что, не можете красиво купить, тебе не могут красивые вещи купить. А папа всегда говорил, ты понимаешь, мы строимся. Я не могу купить, а были эти модные костюмы, вот эти спортивные, там, голубые, всякие там, джинсовые куртки. Я уже все это начинала хотеть, а это было все очень дорого. И папа мне говорил, что мы не можем себе это позволить. Мы строимся, мы строимся, мы строимся. Я это слышала на протяжении 16 лет.
мы строимся, мы не можем позволить это. И у меня была мечта, что когда я приеду в Киев, я сразу пойду в Метроград и куплю себе платье, штаны, кофту, куртку, кроссовки. Вот такая была мечта. Вы не представляете, у меня было 27 августа день рождения, 28 мы выезжали, 30 августа мы выходили с сестрой и тратили все эти деньги. Моя сестра, она была более... Она мой менеджер всегда была в общежитии, потому что она не позволяла мне тратить лишние деньги. Когда я у нее просила там деньги на концерты, на Джорджа Бенсона, на Маркуса Миллера, она мне говорила: да, ты сейчас потратишь 150 гривен на билет, а я себе шарф куплю, а у меня перчаток на зиму нет. И она хранила всегда бюджет наш семейный, вот когда мы жили в общежитии в Киеве, потому что в Киеве жить дорого, все знают это. И папа, конечно, давал нам достаточно денег на еду, но он не учитывал момент, что мне хочется и кроссовки, и ботинки чуть-чуть на каблуке, и, возможно, такую куртку и такую. Ему казалось, что, все, я же одета, все тепло, все хорошо. Вот это было такой, знаете, дополнительный бонус к тому, что он давал, вот эти какие-то, как это сказать, поощрительные призы. Вот я летом работала, я очень тяжело работала, и я заработала себе на эту куртку сама. Вот такая была у нас. Я очень благодарна за то, что папа приучил нас к труду. Он приучил нас к тому, что деньги не так легко зарабатываются. Джамала, а что, вот Малореченская, для тебя это что за место? Какие любимые места? Вот что ты можешь рассказать? Места твоего детства, какие-то особо, где-то, не знаю, первую шишку заработала, где, может, платье порвала? Я очень скучаю. Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь спогади. Очень скучаю по Малореченскому, по Кочугузеню, потому что я почти 4 года не видела свой дом, свой двор. Мне папа только рассказывает, что у нас уже большие пальмы. Мне всегда они казались маленькими в детстве, а сейчас они уже просто вымахали в трехэтажное здание. И мне печально, что я не могла поехать на похороны к дедушке. Мне все время обидно, что говорят, что вот Джамала говорит только про Крым. Ну, а если это мое сердце? Если это правда, моя боль. Это яркое свидетельство того, вот просто людям, которые радуются, да, что Крым вернулся, как они говорят, в Россию, и сколько людей остались без возможности приехать домой. Вот вам ответ. Просто, может быть, каждый должен почувствовать, а как бы это было? Я за это все время, за 4 эти года, я поняла, что, знаете, очень сложно общаться с людьми, которые есть пословица, помогите мне ее сказать, сытый голодного не понимает, да? Вот это похожая история. Сейчас вот то, что происходит с Крымом и с Донецком, с Донбассом, вот у меня есть знакомые, которые тоже переехали из Донбасса. Очень близкие люди, которые... родственники которых просто напрямую сейчас страдают от ситуации. Вот мы понимаем друг друга, мы встречаемся, не то, что мы понимаем друг друга, мы поплакать можем, нет, мы просто действительно понимаем, что происходит в нашей стране. У нас происходит война. Да, вот здесь мы сидим, вроде бы светло, тепло и тихо, но в целом, да, она происходит. И благодаря тому, что там люди на границе борются, мы можем давать сейчас интервью и заниматься своей деятельностью, да? Есть люди, которые совершенно, к сожалению и к моему ужасу, не понимают, что происходит. Вот это проблема. Я не знаю, как с ней
бороться, потому что мое детство, опять-таки, проходило очень хорошо, потому что я имела возможность купаться, помогать родителям. Все время в нашем доме было огромное количество людей, детей. Ну, я честно говорю, 30-40 человек, родственников и друзей – это норма. Стол, плов, салаты, я не знаю, все время это было какое-то, знаете, такие домашние, очень теплые вечера летние. Я очень их хорошо помню, и очень много людей до сих пор нам пишут про то, как они скучают по Крыму. Сейчас мой дом пустует. Сейчас в моем доме находится моя мама, папа, собаки, кошки. Вот, поэтому отдыхающих там нет, и приезжают какие-то родственники, друзья, там все, но в целом мама все время летом тоже, конечно, звонит и расстраивается, что мы не можем с сестрой приехать просто так в Крым. Сестра не может, потому что у нее 2 маленьких детей, она живет в Стамбуле, и это очень сложно. Все знают, кто проходит эту границу условную, да, и то есть это очень сложно. Пройти пешком 2 километра, перейти на одну маршрутку, потом сесть на другую маршрутку, пройти 5 часов, подождать на таможне. В общем, это испытание, да, и поэтому сейчас нельзя сказать, что я с легкостью соскучилась и поехала в Крым. А запрета же нет? Мне запрета, слава богу, нет, но и доверия нет. Поэтому я не езжу в Крым. Джамала, ты в Киеве прошла тоже непростой путь. Твое обучение, оно было очень непростым, тем не менее, несмотря на все там, не знаю, подножки, палки в колеса, да, тебе удалось закончить все с красным дипломом. Да. Ты отлично сдала какие подножки? экзамен. Подножки были в том, что я думала, что когда ты приходишь, находишь педагога, ты как бы начинаешь с ним путь с первого курса и заканчиваешь. А в вокале все-таки не так, потому что человек, которому ты доверяешь свой голос, свою природу, он должен быть тебе очень близким. А так получилось, что были долгие поиски. Я 3 или 4 педагога поменяла за 5 лет. И даже могу признаться, что практически год проучилась в коридоре. То есть никто не хотел меня брать после одного педагога, потому что она всем сказала, если вы возьмете ее, ай-яй-яй. Ну, то есть вот такие были даже какие-то вот... нехорошие дела, но все равно я закончила консерваторию и с красным дипломом и заканчивала партией Виолетты из оперы «Травиата», сложнейшая лирико-драматическая партия. Прослушивалась также в Киевскую оперу, поступила в Цюрихскую оперу, поехала туда на стажировку, но я не смогла там быть, потому что очень для меня сложная какая-то страна оказалась. Честно могу сказать, что, наверное, я была не готова приспосабливаться совершенно к другой ментальности, потому что они мне показались очень высокомерными, какими-то холодными, ну, очень другими. И я не готова была их принять. Ты сама приняла решение, что опера нет, или это обстоятельства так сложились? Нет. Ты сама решила? Я абсолютно точно помню, как я ездила и к педагогу заниматься, который уже практически брал меня, ждал меня, вернее, уже в сентябре в оперную студию «Ла Скала». Это как раз был 2009 год, когда случилась новая волна. И я себе подумала, на самом деле, очень простая логика. В сентябре у меня должно было быть прослушивание в студию «Ла Скала», а конкурс «Новая волна» был в августе, в конце июля-август, начало там. Я себе подумала, ну что я теряю? Я себе поучаствую в конкурсе. Если я ничего не займу, и все подтвердится, как всегда все говорят, конкурсы, все куплено и так далее, и так далее. Я слышала это со всех сторон. Подтвердится, все, хорошо. Тогда я себе спокойно еду в Ла Скала. Я себе взяла клавир, Аида, Набука, Травиата. Я себе 15 дней пела все эти арии. Все вообще не могли понять, какой конкурс я приехала. Но я себе всегда готовилась, я всегда была себе в форме. И таким образом
все знают уже потом результат, все, гран-при, и все завертелось. Ну и как-то вот так я решила, что, наверное, так судьба распорядилась. Новая волна 2009 – это потрясение для всех, кто был там. На самом деле, я-то наблюдала это с экранов, недавно пересматривала, это шок. Слушай, стоя аплодировали все, Да. оценки практически десятки все время, были там девяточки. Ну да. Пугачева просто стоя аплодировала, и удовольствие на ее лице, оно было невероятным. Что тебе помогло? Или как ты так придумала? Что так, звезды так сложились? Я думаю, что это и моя работа, и команды, и, конечно же, есть у меня такая черта. Я не люблю участвовать в конкурсе. В конкурсе надо побеждать. Вот, участвовать мне неинтересно. То есть я уже могу сравнить, да, вот по этим даже двум таким масштабным конкурсам, как «Новая волна» и «Евровидение». Я могу сказать, что, например, «Новая волна» в этом смысле немножко даже легче, потому что у тебя есть 3 дня, 3 шанса реабилитироваться, да? То есть, скажем, одна песня веселая, одна грустная, одна такая, одна сякая, и ты как бы набираешь эти баллы. А Евровидение – это очень, гораздо, конечно, сложнее конкурс, потому что есть всего лишь 3 минуты, лимит песни. Одна песня, которую ты поешь несколько дней, и у тебя нет права на ошибку совсем. Если, например, свои выступления на «Новой волне» я сейчас практически не могу слушать, потому что мне все не нравится. Но я очень самокритичный человек, и мне кажется, о боже, что я тут пела, что я тут сделала, ну то есть вообще. Очень многое мне не нравится, я бы переделала, перепела, в общем, и считаю, что там все неправильно, неправда. Вот. Но именно вот если сравнивать, опять-таки, с конкурсной этой всей историей, могу сказать, что стремление и желание сделать максимум, наверное, вот в тот, вот я не знаю, надо поговорить с какими-то чемпионами нашими спортивными. Мне вот интересно самой, это у них похожая вот такая история, когда вот они на старт, внимание, марш, да? И вот, нет права на ошибку. Вот это что-то похожее. Ты выходишь на сцену, все, ты встал, болит нога, болит рука. У меня, между прочим, на отборе Евровидения я очень подвернула ногу. Помните, меня даже педан меня нес на руках. Да, потому что это было не просто так. Да, у меня очень, я подвернула ногу, я на всех репетициях сидела и пела 19:44. То есть, испытания были ужасные. В день, когда мы прилетели в Стокгольм, платье, которое я шила 2 месяца, не долетело. Потерялся багаж именно с платьем. Паника, шок, в чем, все, номер подвязан, шлейф там, то есть какие-то вот это минимум, который я сейчас могу вспомнить, но препятствия постоянно встречались, но желание все-таки сделать максимум на сцене здесь и сейчас, вот он побеждает, наверное, так. На сцене в Юрмале тебя представляли Ксения Собчак, которая сейчас объявила о том, что она, возможно, президент России. Встречайте, Джамала Украина! И, собственно, Сергей Лазарев, которого ты... Мои друзья. Так, твои друзья оба, да? Слушай, расскажи, потому что они тебя представляют, и вот годы проходят, и как получается? Одного ты побеждаешь на Евровидении, а другая заявила о том, что баллотируется в России, и говорит, что Крым по законодательству принадлежит Украине. Ну, это она просто молодец, это она супер молодец. А с Сережей, действительно, Лазаревым, мы не то, что он меня объявлял, мы с ним даже 2 раза, по-моему, в детской «Новой волне» сидели в жюри. И мы с ним как-то так общались, и все. Да, и даже я скажу, когда была вот эта красная дорожка в Стокгольме, так получилось, что наша делегация просто стояла, примерно на таком же расстоянии. Я первая подошла и сказала: «Сережа, здравствуй». Он аж как-то опешил, не ожидал, что, может быть, я с ним не буду здороваться или что-то. То есть я поздоровалась с ним как с конкурсантом, соперником, я не знаю, для меня, а что, то есть все, теперь надо рожи корчить. Он потом, да, он поздоровался в ответ, и потом как-то им полегчало, и Филипп со мной поздоровался. Более того,
Филипп Киркоров прислал мне уйму смс-ок, когда я проходила отбор с песней «Smile». Он мне просто сказал, что это гениальная совершенно песня, и что она победит. И я, в принципе, согласна, что тогда она победила, но коррупция тогда вообще просто была налицо, и не будем об этом. Короче, суть в том, что я нормально отношусь к этим людям как творческим единицам. Собчак достаточно интересные, у нее есть интервью и какие-то высказывания. Я не могу сказать, что я захоплююсь ей как прям... Ну, то есть она интересный человек, интеллигентный достаточно, все. Сережа также, он делает свою музыку там. Ну, Сергей Лазарев отреагировал на самом деле в прямом эфире, когда когда это были сумасшедшие просто секунды, редакция Крым Реалии собралась и вместе, это был такой крик. Это просто невероятно. Но у Сергея Лазарева, у него была достойная реакция, как мне показалось. Достойная, вот соглашусь. Достойная, абсолютно достойная. Но я же говорю, вот, что бы там ни говорили, мне кажется, они хорошие люди, правда. Я не берусь их судить. Вот просто ситуация такая. Конечно, на него был ужасный прессинг, ужасный. Россия ставила... Я полностью испортила им малину. Это можно сейчас смело так сказать. Я испортила им все, потому что они вкладывали в этот номер миллионы миллиардов. Учителя с Лос-Анджелеса, бэк-вокалы с Нью-Йорка, номер 2 миллиона, клип 3 триллиона. Ну, то есть там просто постоянно сыпались какие-то цифры вот такого, знаешь, имперского масштаба. Вот, все. И тут мы такие пришли со своим деревом. Все украинского производства, начиная от туфель, Алиса Улиди, не боюсь этого, заканчивая платьем Фролов, номером, который делал Front Pictures, полностью все это дерево. Ну, все были украинцы и наши люди, чем я просто невероятно горжусь и всегда говорила это. Мы дали рекордное количество интервью, вот здесь есть мой пиар-директор, он подтвердит, потому что ни один участник... Это еще даже независимо от, как сказать, рейтинга, когда вот эти ставки были букмекерские. Независимо от рейтинга мы давали огромное количество интервью. Было всем очень интересно. Украина, Крым, песня, 1944. Все, постоянно разрывали все это на разные... Ну, очень было много запросов, что мне кажется, ну, какое количество зарубежных СМИ написала, Нью-Йорк Таймс, ну, очень много изданий. Но российским СМИ вы не давали. Российские СМИ бегали за мной тоже, это было тоже дополнительным стрессом, убегать от них, они находили нас на завтраке. Это было очень смешно, когда они поселились в нашей гостинице и встречались с нами. Я стою, набираю там овсянку, и стоит главный журналист, я его помню в лицо, и он стоит тоже уже на меня смотрит. Доброе утро, да. Очень много было препятствий, но слава богу, Я что верну все тебя к теме Собчак. Как ты относишься вот к такому заявлению, к тому, что Ксения Собчак, за нее могут проголосовать люди? Ну, конечно, Я, говорят, кстати, вероятно, что нет. Не смотрела Ну, вот это президент Собчак в России. Знаете, я так скажу, как мой дедушка говорил, себя смотрите. Вот так мне всегда отвечал, когда я пыталась там, а знаешь, а та-та-та-та, а то-то, то-то, пожаловаться на кого-то. Он здесь говорил, Озенбах, себя смотри. Поэтому я даже не берусь судить, кто у них там будет президент. Мне главное, чтобы они мою страну не трогали, чтобы они отстали от нас. А кто у них будет президент, мне все равно. Вот так я скажу. Знала ли ты о том, что готовится такая спецоперация фактически между президентами Украины, Турции и России? Я могу сказать, нет, конечно, я не знала. Конечно, для меня это тоже стало новостью, сюрпризом и хорошей новостью однозначно. Мне кажется, сам факт этого, да, у нас еще много наших заключенных, да, Сенцов, о котором кричит весь мир, и очень много даже моих близких людей, о которых не говорят в прессе, понимаете? Вот, Игорь Козловский, ученый, который тоже сейчас
находится в плену. И так, ну, понимаете, вот такие вещи что это нам сейчас дает, как мне кажется? Дает надежду, что кажется, что действительно вот эти сроки, которые они называют, 20 лет, 7 лет тюрьмы, 9, там вот это, ну, это ужасно слышать, что есть все-таки на них, на одно слово находится другое слово, которое способно победить. Мы не знаем, какие там были переговоры, мы ничего не знаем этого, да, но факт существует, люди освободились, вернулись, ну, пока не вернулись к своим семьям, ну, дай бог. Вот это нужно воспринимать как надежду, я так думаю. Я немного отвлеку от политических тем. Да. Твой стиль. Да. Ты говорила, что Да. в детстве, конечно, ущемлялись права тебя, как человека, который обожает красиво одеваться. Как мы сейчас видим, тебя называют иконой стиля. Да. Где-то тебя могут иногда критиковать. Да, Ты конечно. шок. Кстати, 2009 год, это вот тот момент, это какие-то вообще сумасшедшие образы. Да. Просто я увидела тебя вот так впервые в зале «Телетриумф» был 2009 года. Я вообще просто на фоне всего шоу-биза, это было какое-то потрясение. Да, Ты да. просто вот так вот в замороженном состоянии смотрел на тебя, слушал и все. Ты сейчас отрываешься, потому что в детстве этого не было? Или что это? Или у тебя всегда было желание как-то Интересное, выделяться? кстати, примечание, я никогда не думала. Может быть, я отрываюсь, потому что в детстве этого не было. Да, возможно. Но мне всегда нравилось совмещать несовместимые какие-то даже вещи. Например, как сегодня, классические штаны с кроссовками. Ну, то есть я не знаю, откуда это. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, это нормально. Но мода сейчас на самом деле способна в себе соединять абсолютный микс всех жанров. Это удивительно. Даже ты сегодня на достаточно классическом платье с кедами в искусственном меху. Так что это... Мне, кстати, натурально. Да? Да. Очень, ну, в общем, это интересные какие-то штуки. Почему нет, да. Ну, конечно, где-то мне хочется успокоиться, где-то я считаю, что что-то было чересчур, где-то, наоборот, хочется уйти в какой-то, не знаю, такой более женственный стиль. Но на самом деле я люблю, когда и комфортно, и красиво, и не слишком женственно. Вот как-то так, я люблю. Я, наверное, не из тех, кто любит прям быть девочкой-девочкой. Платье-футляр, там, каблуки. Но, наверное, тем не менее, это не совсем моя тема. Иногда ты в таких Иногда, образах, да. Ну, да, и даже с откровенным декольте. Вот ты вышла замуж, теперь какой-то контроль или, может быть, влияние Викира на твою одежду, на то, как ты выглядишь, оно есть? Было там пару раз примечаний от него, когда ему показалось, что это слишком. Я согласилась. Больше я не могу сказать, что я какие-то позволяю себе там откровенные наряды. Я не хожу в купальниках. Моя длина юбки всегда ниже колен. Я не люблю короткое. Ну, то есть, в принципе, я могу сказать, что я сама это не люблю. И, конечно, иногда бывают какие-то эксперименты на съемках, на фотосъемках, видеоклипах, когда стилисты могут что-то свое привнести в мой стиль. И я с этим соглашаюсь. Иногда бывает, ну, это нормально, это поиск. Ну, просто стараюсь сделать вывод и идти дальше. Переехала уже в свою Нет. квартиру? Еще ремонт продолжается, да? Нет, это моя печаль. Я очень долго делаю ремонт. Мне ужасно приятно, что был такой акт совершен. И мне действительно выделили эту квартиру. Она очень нужна, потому что я снимаю уже 8 лет квартиру. Мне ужасно хочется иметь свою, конечно, но переехать пока не могу, потому что дом заселен на 85%, а по законодательству нужно как бы спрашивать разрешение у всего дома о часах, когда ты можешь делать ремонт. И к нашему ужасу это получились какие-то вообще
ну, в день там по 2-3 часа, потому что с 11 до часу там в одной квартире ребенок спит, а с 2 до 4 в другой квартире ребенок спит. Выходные, праздники нельзя, и был ужас. Это вот все в Киеве, потому что очень многие не соблюдают вообще никакого мы очень режима. мы очень соблюдаем, мы со всеми стараемся договориться, но вот так вот долго, потому что в час по чайной ложке. И то, даже когда мы уже в свои выделенные часы, все равно приходят, ругаются. Очень сложно, когда дом уже заселен, а в той квартире, в которую я сейчас въезжаю, она просто была голые бетонные стены. То есть там все надо было делать, и поэтому очень сложно. Гардеробная Джамалы – это отдельная квартира? Сейчас я живу, правда говорю, сейчас я живу в шкафу, потому что моя комната, моя спальня, наша спальня с мужем, там находятся все мои вещи. Я не знаю, как я способна вообще что-то там найти. Там находятся мои клавиши, компьютер, где я пишу музыку. В общем, я жду, я на чемоданах. Я очень жду, и что закончится этот ремонт, у меня будет отдельная комната для вещей, отдельная спальня, где можно спать. И, возможно, в зале там я поставлю себе фортепиано и буду себе там сочинять. В общем, очень хочу, чтобы все случилось. И да, пользуясь случаем, обращаюсь ко всему дому. Если мы вам мешаем, простите нас, но очень хочется закончить ремонт. Джамала, последние 2 года, это, конечно, круговорот событий всего, но, наверное, для тебя это самое главное событие, то, что ты вышла замуж. Да. И вот такие бытовые моменты, ты с нами этим поделилась, твоя карьера, новые клипы, новые песни, которые ты представляешь. И у вас же еще кафе есть. Как вам удается все совместить? Да, кафе «Такава» мой муж открыл со своим другом. Я не имею к этому отношения. Я только могу что-то там, когда меня спрашивают совет, Бекир, конечно, я могу что-то посоветовать. Там, мне хотелось, чтобы там была хорошая музыка, атмосфера, виниловые пластинки, там какие-то живые цветы, вот что-то такое уютное. И сейчас она даже уже заняла 1 место среди кофеин по Киеву за очень маленький срок, хотя даже еще официального такого открытия не было, что очень приятно, так что приходи в Такаву пить кофе обязательно. Вот, ну, я не знаю, я могу сказать, что все-таки вдвоем хорошо, вдвоем это хорошо. Все-таки не случайно Бог нас вот как-то создал так, чтобы мы находили себе друга, потому что это вдохновение, это больше сил, это больше уверенности. Не знаю, я чувствую в себе силы. Когда даже я очень расстраиваюсь, там что-то, например, там все одержимы, да, просмотрами, там клип не набрал там такое-то количество просмотров, расстраиваешься, вроде так все с душой, их песня хорошая, а не набрала, ну так, и он все время поддерживает, находит какие-то слова, и, ну, это хорошо, слава Богу, да, все хорошо. И тот момент, который, конечно, каждый журналист должен задать такой вопрос по поводу творчества. Когда будет новый альбом, когда ты все свои новые хиты соберешь в одно и скажешь, вот, слушайте, подых оставьте тоже, конечно, но вот есть что-то новое. Очень, я знаю, что заждались, и фаны постоянно пишут. Спасибо, что вы ждете, любите, и это очень для меня ценно. Но я вначале хотела осенью выпускать, потом переслушала все. Поняла, что оно как-то между собой не клеится. Потом стала еще накапливать песен. В общем, в итоге я пришла к выводу, что я хочу разделить англоязычную пластинку, да, англоязычный альбом, и украиноязычный. Мне очень нравится работать именно с украинским языком, потому что он невероятно мелодичный. Ну, я не говорю об этом первое. Но именно в той музыке, которую я пропагандирую, да, музыка соул, основанная на джазовых традициях, на фанковых, в ней еще очень много есть пространства для работы, да, и поэтому вот мне очень хочется написать украиноязычный такой очень душевный музыкальный альбом.
и англоязычный. В общем-то, работа идет, я что-то пишу, но когда не скажу, потому что я не люблю, я очень ответственно отношусь к цифрам, к дате, то есть если я скажу, то я должна буду выполнить, а я сейчас не могу сказать, потому что есть очень много дел, связанных с этим выходом, поэтому я буду стараться, я не разочарую, будут выходить синглы обязательно, что-то до Нового года выйдет, что-то после обязательно. Альбом Джамалы на крымско-татарском языке. Да. Стоит ли ждать? Я думаю, стоит однозначно, потому что мне очень хочется написать особенный крымско-татарский альбом, не просто собрать все народные песни и как-то сделать их, ну, там, изменить аранжировку или что-то, а хочется подойти к этому, ну, не меньше, как подошла Квітка Цисик к своим «Два кольори». Как она сделала, да? Она, ну, благодаря, конечно, своему мужу, который владел студией и лучшим симфоническим оркестром, она записала украинские песни, подав их настолько необычно, настолько интернационально, и попала в номинацию, понимаете? Это событие, которое мало кто знает, что украинская певица Квітка Цисик, да, она жила в Америке, но все же это единственная украинская певица, которая на сегодняшний день была номинирована на Грэмми. Да, ее альбом не выиграл, но факт остается фактом. Поэтому мне очень хочется, дай бог, вдохновения и сил, и очень хочется не меньше вот попасть в номинацию и, дай бог, выиграть. Теперь мы понимаем твои планы. Да. Джамала, ну и, конечно, я попрошу тебя обратиться к крымчанам, которые смотрят, послушали твое интервью. Что бы ты хотела сегодня сказать жителям Крыма? Не берите с меня пример, не плачьте, ни в коем случае не расстраивайтесь, надейтесь только на лучшее, потому что когда ты чего-то очень хочешь, вот прям очень, не так, чтобы вот прям, ну, хочу, а когда сильно хочешь, оно обязательно произойдет. Поэтому я вам желаю вот этого сильного рвения, сильного желания, сильного стремления, чтобы у нас все было хорошо, чтобы снова Крым был украинским, и мы были дома, все вместе. Шлях в